При всех царях от Грозного до Петра I в Боярскую думу входили по 2 представителя от рода кабардинских князей черкасских. При Иване IV это были Михаил Темрюкович и Семен Ардасович. При Федоре Ивановиче и Борисе Годунове Борис Камбулатович и Василий Карданукович. При Алексее Михайловиче это Яков Кудинетович и Григорий Сунчалевич, а при Петре I Михаил Алигукович и Михаил Яковлевич. Третья ветвь рода князей черкасских идет от младшего брата Темрюка и Камбулата Желегота. С историей России тесно связаны и многие его потомки. Один из них – Сунчалей Черкасский, который выехал в Москву в 1642 году. При крещении он получил имя Григорий, стал стольником. С царем Алексеем Михайловичем участвовал в походах против поляков и шведов. В 1657 году стал боярином, и, как другие его родственники черкасские, Григорий Сунчалевич входил в круг высшей политической элиты России. Царь в свое отсутствие оставлял Григория Сунчалевича вместо себя Москву ведать. Он был первым воеводой в Астрахани и в Царицыне. Григорий Сунчалевич был вторым в Боярской думе после своего троюродного дяди Якова Кудинетовича Черкасского. В 1672 году был убит одним из своих уздений у себя в имении. На Русь вообще приезжало много выходцев, иноземцев из Запада и Востока, но вот с черкасскими, может быть, особый интерес представляет их быстрая адаптация, так сказать, вот в эту новую для них русскую среду, вот в среду русского боярства, где, как я уже говорил, они занимали первое место. И это, конечно, очень интересно. Вот работая над документами архива древних актов, над этими, так сказать, очень первостепенными источниками, которые каждый год показывали всю иерархию этого государева двора, мы составили вот этот вот биографический банк, и на основе его действительно теперь можем представить, в каком году какое положение точно занимал каждый из членов вот этого Боярской думы. Вот опять же 708 год, Михаил Алигукович. А это еще один представитель этого рода, тоже вот наверху этого списка. Михаил Яковлевич и Михаил Алигукович. На высочайшем уровне принимали в Москве кабардинского князя из Идаровых Алимурзу Алигуковича в 1664 году. Ему был установлен такой же высокий поместный и денежный оклад и пожалован высший чин комнатного стольника, жеребец со всем нарядом. Сын кабардинского князя Алигуки Сунчалевича, Али Алигукович Черкасский, выехал на русскую службу в 1664 году. Али Черкасский при крещении получил имя Михаил. Он появился в России, принял крещение при царе Алексее Михайловиче. И при царе Петре I Михаил Алигукович выдвигается вперед как один из крупных государственных деятелей. И мы, судя по его делам, судя по отзывам, видим, что это была незаурядная, конечно, фигура. Михаил Алигукович Черкасский достиг самого высокого положения в России. Он назначен воеводой Большого полка, был воеводой Новгорода, участвовал в русско-турецкой войне. Грамотно и храбро предводительствуя многочисленными войсками, князь Михаил Алигукович показал себя талантливым военачальником. В 1679 году Михаилу Черкасскому был пожалован боярский сан. Он был и одним из прогрессивных деятелей России, кто в 1682 году принял решение об отмене изжившего себя закона местничества. Это был человек очень крупный и очень влиятельный. Князь Михаил Алигукович в 1696 году был назначен первым российским генералиссимусом и
должен был возглавить поход на Азов. По состоянию здоровья, по болезни он от этой должности отказался, а тогда генералиссимусом стал Шейн. Это свидетельствует о том высоком доверии, о том уважении к Михаилу Лигуковичу, который ему оказывал Петр I. Черкасский был одним из тех государственных и военных деятелей России, благодаря которым потешные батальоны Петра I превратились в первые регулярные полки русской армии, с помощью которых он и победил в борьбе с Софьей за престол. Михаил Алигукович стал одним из первых офицеров Преображенского полка, выросшего из потешного войска. Являлся ближайшим помощником Петра I, великого преобразователя. Перед нами книга из кабинета Петра Великого. Эта книга была составлена уже в позднейшее время в архиве, а содержит она архив, то есть походный архив канцелярии первого российского императора. Датируются эти документы 1702-1703 годом. Это начало Северной войны, первые победы и первые поражения. Среди писем многочисленных государственных деятелей и рядовых военных Петр вел очень обширную переписку, держал все в своих, так сказать, руках. Есть и письма уважаемого им уже немолодого боярина Михаила Алигуковича Черкасского. Вот мы можем прочитать этот стиль начала XVIII века. «Пресветлейший и державнейший царь, государь наш всемилостивейший, пред почтеннейшим величество вашего писанием из-за воеванного города Нотенбурга». То есть Михаил Алигукович получил письмо от Петра из только что взятого русской армией города Нотенбурга. «Посланного радостную душою уведомився о преславной величество вашего над неприятелем победе и о взятии того города. Благодарили всемогущему в Троице славному Богу и Пресвятой его Богоматери в Апостольской церкви» и так далее. Так сказать, уже Михаил Алигукович поздравляет Петра с победой. И самое интересное здесь, вот среди нескольких находящихся писем князя Михаила Алигуковича, мы видим здесь его автограф. То есть письмо написано, конечно, почерком профессионального писца, какого-то секретаря Михаила Алигуковича, и подпись «Князь Михаил Черкасский, октября 24 дня 1702 года». Князь Михаил Алигукович, талантливый военачальник, умный политик, руководил рядом приказов. Во время отъездов царя он оставлял вместо себя князя Черкасского руководителем государства, наделяя его всеми полномочиями. Когда в 1682 году в Москве произошло восстание стрельцов, Михаил Алигукович занимал твердую и четкую позицию поддержки Петра I и после участвовал в расследовании этого восстания. Сильною опорою служил им доблестный боярин, муж чести и правды, боярин Михаил Алигукович Черкасский. Писал о нем академик Устрялов. То уважение, которое царь питал к Черкасскому, оно отразилось еще и в том, что когда началось знаменитое пострижение бород, когда всем боярам стригли бороду, только двое были избавлены от этого, а благодаря своим заслугам, своему возрасту и уважению. Это воспитатель царя Тихон Стрешнев и боярин князь Михаил Алигукович Черкасский. Следующее письмо также связано с взятием нового города. «Пресветлейший державнейший царь, государь наш всемилостивейший, премилосердным вашего величества писанием из завоеванного Флотбурга города мая 2 дня посланного я посвящен суть». Опять же, значит, он получил это письмо. «Которое восприял и уведомился о преславной вашего величества над неприятелем победе и о взятии того города, радостно душою, о всей настоящей победе вас, всемилостивейшего
моего царя и государя поздравляю и попремногу душевно радуюся и желаю, дабы и впредь, таявде всесильная десница Божия вашему величеству над сим и над прочими неприятели победу и благосчастливое одоление даровала. Мая, 14 день, 1703 год. Через 10 дней уже вот в новом завоеванном городе Петр получает это послание. Михаил Алигукович предстает перед нами как, в общем-то, главный из бояр. И, собственно, вот он организует вот такое торжественное празднование вот этих известий о победах Петра в Северной войне. И, в общем, таких посланий здесь находится целый ряд. Я уже говорил, что черкасские пользуются очень большой популярностью в народе. И Михаил Алигукович был одним из тех, о котором народ отзывался очень хорошо. Более того, в годы восстаний, каких-то мятежей, слышались призывы сбросить царя Петра и возвести на престол князя Михаила Алигуковича, поскольку он добрый человек. Вот так доносят до нас источники эти речи. Конечно, сам Михаил Алигукович никогда и не думал о том, чтобы претендовать на царский трон. Он был верным слугой престола. Он принадлежал к партии Петра еще когда тот был младенцем, поддерживал Нарышкиных против Софьи, и фаворит Софьи князь Василий Голицын считал Черкасского одним из своих главных противников. Но показательно, что в народе уважали старого боярина Черкасского. За ним стояли не только заслуги его родичей черкасских, но и личные заслуги и симпатия народа. Михаил Черкасский был женат на дочери князя Ивана Дмитриевича Пожарского, имел 3 сыновей. Один из внуков князя Михаила Черкасского, Александр Андреевич Черкасский, дослужился до чина генерал-поручика и кавалера ордена святого Александра Невского. Другой внук, генерал-аншеф Петр Борисович Черкасский, был генерал-губернатором Москвы, кавалером ордена святого Александра Невского. Умер Михаил Алигукович в 1721 году, прожив долгую, достойную жизнь. У Михаила Алигуковича было поместье, он имел вотчины в Московском, Суздальском и Лужском уездах, и в городах Коломне и Надчерни. Князь Михаил Алигукович был предпоследним крупным государственным деятелем России из рода Черкасских. Для государства, вступающего в новую фазу развития, нужны были люди не только военного склада. В XIX веке самым крупным, самым выдающимся становится уже потомок Михаила Алигуковича, князь Владимир Александрович Черкасский. Этот человек очень разносторонний, деятельность его касалась самых разных сторон развития российского государства. Он был одним из руководителей, одним из основных работников создания крестьянской реформы. Положение об отмене крепостного права получилось столь неоднозначным, но для России того времени, даже в том виде, в котором вышла крестьянская реформа, она сыграла огромное значение, практически перевернула все экономическое развитие. И здесь заслуга князя Владимира Александровича огромна. Владимир Александрович Черкасский окончил юридический факультет Московского университета. Он занимался разработкой проектов государственных преобразований. После создания крестьянской реформы Черкасский подал в отставку и уехал в Москву. После он получил приглашение заняться крестьянской реформой в Польше, и несколько лет Владимир Александрович находился в должности главного директора правительственной комиссии внутренних и духовных дел Польского царства. Польша тогда была частью Российской империи, и князю Черкасскому, как
российскому деятелю еще приходилось учитывать национальные интересы. Ему пришлось проходить через очень трудный путь. Считается, что крестьянская реформа в царстве польском была более удачной, чем в России. Положение о крестьянах было им воплощено в жизнь. Для Польши это было большим облегчением, это было большой пользой. Здесь, конечно, огромная заслуга Черкасского. Впоследствии его пригласила Московская городская дума и избрала его на должность городского главы. Руководство таким большим городом, как Москва, при всей масштабности этой задачи уже интересам Черкасского слабо отвечало. Он привык решать вопросы государственного характера. Но все равно за то время, пока он был городским главой московским, он довольно много полезного успел делать для Москвы. Владимир Александрович, как и его предки, посвятил себя служению Отечеству. На какой работе он ни оказался, вклад его был значительным. В 1877 году, во время русско-турецкой войны, Черкасский был призван на должность уполномоченного Красного Креста в русскую армию. Вскоре ему поручили создание Временного гражданского управления на освобождаемой от турок территории Болгарии. На этой должности опять вновь перерос свои полномочия. Получилось так, что ему, как человеку, обладающему огромным административным опытом, поручили совершенно судьбоносное дело, но уже для иной страны, для Болгарии. Он стал разрабатывать проект Конституции Болгарии, проект государственного устройства Болгарии после освобождения от османского ига. Черкасский продолжает работать над своим проектом, участвовал в переговорах, в подготовке мирного договора между Россией и Турцией и скончался в день его подписания. В день подписания Сан-Стефанского мирного договора в 1878 году, успев подготовить Конституцию Болгарии. Практически полвека Болгария жила по установлениям, разработанным Черкасским. Вот такой был масштаб этого деятеля, такая была настолько разнообразная его деятельность, что он и в России, и в Польше, и в Болгарии всюду произвел, руководил, разрабатывал непосредственно государственными реформами, преобразованиями, и они оказались очень долговечны. Поэтому имя Черкасского, как одного из крупнейших государственных деятелей России, оно должно быть, конечно, в нашей памяти должно сохраниться. В начале 20-го столетия судьба Черкасских была трагична. К этому времени большинство представителей этого рода служили на военной службе и пострадали в годы революции и гражданской войны. Многие оказались в эмиграции, но род продолжался. Я действительно принадлежу к роду Черкасских. Отец у меня контр-адмирал Балтийского флота был, Михаил Борисович Черкасский. Я родился в Полтаве. Мать была в положении, и он, так сказать, мать мою отвозил на Украину к ее родителям, в Полтаву, где я и родился. Показательна судьба Михаила Борисовича Черкасского, видного русского флотоводца, морского деятеля и контр-адмирала. Он к началу, к 1917 году занимал должность командующего Балтийским флотом. Затем революционные события заставили его отказаться от этой должности. Он не захотел служить большевикам и уехал, намереваясь удалиться от войны, не принимая ничью сторону, но, к сожалению, остаться в стороне ему не удалось. Насильственно он был мобилизован в армию Скоропадского и затем арестован войсками Петлюры и расстрелян. Продолжить род князей Черкасских судьба предоставила Борису Михайловичу Черкасскому, сыну выдающегося офицера флота контр-адмирала князя Михаила Борисовича Черкасского. Борис Михайлович окончил факультет точной механики МВТУ имени Баумана. В годы войны работал на военном заводе в Кронштадте, а с 1943 года в Центральном артиллерийском бюро в городе Калининграде. Ныне вот этот город Королев, назывался Калининград раньше,
Ну, где там и, по сути дела, и проработал, и вышел на пенсию. Говорится о себе, так сказать, о том, что из князей черкасских, ну, это, так сказать, скрывалось как можно. Тогда были очень серьезные анкеты. Я писал, конечно, что, ну, правда, не из князей, а из дворян. Ну, все проходил. Вот. Ну, а теперь уже, как говорится, это можно говорить и вслух. Ну, более того, я, так имею диплом члена Российского дворянского собрания. Я действительно горд тем, что моим если это повторить 6 раз, моим прадедом был Михаил Алигукович Черкасский, боярин, князь, который, надо сказать, даже по подсказке, это очень любопытно. Суриков писал свое «Утро стрелецкой казни», то Лев Толстой, который заходил к нему в гости, говорит: а вы знаете, очень интересная такая фигура есть, Михаил Алигукович Черкасский, боярин, причем большой даже друг Петра, и Петр очень ценил его, и когда, так сказать, стрельцы против Петра со стороны Софьи затевали всякие, он, так сказать, железной рукой там пресек все это. Так вот, знаете, надо бы как-то отразить. И верно, значит, там на этой большой картине с самого правого края, ну, с большой такой окладистой бородой, вот стоит Черкасский. Да, боярин. Как говорит Борис Михайлович, особое чувство сопричастности к своим древним корням он испытал, когда попал в подземную палату Архангельского собора, где находится гробница Марии Темрюковны, и во время своего приезда в Нальчик. Двоюродный брат – это по линии сестры моего отца, то есть моей тетки, Рукин Владимир Алексеевич. Большой любитель истории, и он мне многое, так сказать, передал и оставил, начиная, кажется, оттуда. Большую роспись. Но вот надо сказать, что как раз такая роспись полностью вошла в эту книжечку, которая у вас. Я пользовался Московским городским архивом, был там представлен даже. Вот, и мне они уже, так сказать, выдавали там энное количество данных по всей линии черкасских. Это еще от Министерства иностранных дел дореволюционного. Есть такой большой такой труд по черкасским. Вот там все это расписано. Ну вот, а на основании вот таких архивных данных, вот я, и то, что мне двоюродный брат еще оставил кое-что, ну вот я, как говорится, восстанавливал. 17-е колено, раб Божий, здесь присутствующий я, Борис Михайлович. Отец, князь тоже, естественно, контр-адмирал, был большая умница. Да, ну, значит, дед Борис Михайлович. После революции российское дворянство подверглось преследованию. Новая власть ставила задачу искоренить дворянство путем физического уничтожения и ссылок. Оставшимся пришлось забыть о своем происхождении, чтобы выжить. Тогда уничтожались многие документы и семейные реликвии. По прошествии нескольких десятилетий, когда это стало возможным, Борис Михайлович начал заниматься изучением родового архива. Так, здесь потом Сунчелей. Это... Да, ну а здесь, так сказать, по линии. Да-да. Так вот, линия-то Желеботовская. Ну а здесь, так сказать, Идарович. Но я был в 99-м году, был приглашен в Кабарду, в Нальчик. Я очень тронут был. Даже на этой книжечке я был
в этой папахе фотографирован. Ну и было так очень приятно. Особенно, так сказать, проявил ко мне такое отношение Мальбахов. Ну, это все было хорошо. Да, ну я даже стоял, так сказать, около памятника Марии Темрюковне. Я из черкасских-то один остался. Один. Да. И за рубежом в эмиграции, и в России этот род сохранился, и это большое счастье. У Бориса Михайловича есть сын, есть внуки, этот род продолжается, и, конечно, еще много видных деятелей из него, я надеюсь, выйдет и принесет большую пользу российскому государству. Высшие должности в российском государстве они получали не только за свои природные военные дарования,